О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Смотреть на мир ясным взглядом. Праздник зрения организовала Якутская республиканская офтальмологическая больница. Все желающие могут пройти диагностику зрения. В тесноте в двухкомнатной квартире в Мархе многодетная семья с 11 детьми 5 лет вынуждена снимать жилье. Их старый дом признан аварийным, но его все никак не расселят. Расскажем подробности. Легче минимизировать риск, чем бороться с болезнью и ее последствиями. Вакцинация против гриппа началась в Алданском районе. День открытых дверей для местных товаропроизводителей прошел в Якутской республиканской типографии. Чем еще занимается современная типография, кроме печати книг и журналов? Но в Москве завершилась 36-я международная книжная ярмарка. Это главное событие в издательской индустрии. На форум свои новинки привезли и якутские издатели. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 9-го Восточного экономического форума, который встретит Владивосток с 10 по 13 сентября. В приветствии глава российского государства отметил, что форум утвердился в качестве авторитетного и представительного международного мероприятия, создающего хорошие возможности для прямого содержательного общения бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран. И подчеркнул, что на ВЭФ традиционно рассматривают наиболее актуальные задачи экономического и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока, а также многие аспекты взаимодействия и интеграционных связей на всем обширном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания «Алроса» приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству объектов рудника «Мир глубокий». Производительность рудника составит 2 миллиона тонн руды и приблизительно около 3 миллионов карат алмазов. Работы на алмазном месторождении проведут по самым высоким стандартам промышленной и экологической безопасности. Ожидается, что новые объемы с месторождения «Мир» не только помогут сохранить «Алроса» лидирующие позиции на мировом рынке, но также смогут частично компенсировать снижение добычи алмазов в мире и дефицит природных алмазов. Ну а глава Якутии поставил задачи по исполнению мастер-плана города Мирный. В рамках рабочего выезда в Мирнинский район Айсен Николаев провел совещание. Как отметил глава, на данный момент район является локомотивом экономики республики. Более 20% валового регионального продукта формируется районом. Сейчас идет реконструкция аэропортовых комплексов «Мирный» и «Полярный», газифицируют жилые дома, строят второй корпус первой школы и спортзал политехнического лицея. Вводится спортивный стадион в Удачном, строят дворец детства. Ведется ремонт улично-дорожной сети, благоустройство общественных пространств и внутридомовых территорий. Мастер-план Мирного дает ответ на вызовы, которые сегодня стоят перед городом. Появляются новые крупные кластеры, образовательные и медико-диагностические центры, сказал Айсен Николаев. Наиболее надежной защитой против гриппа остается вакцинация. Легче минимизировать риск, чем бороться с болезнью и ее последствиями. Вакцинация против гриппа началась, и самые ответственные алданцы уже посетили кабинеты врачей. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. В прививочный кабинет Алданской детской поликлиники Прасковья Руфова привела двоих своих сыновей. На старте нового учебного года в детский сад и школу требуется пройти медицинский осмотр. Сейчас мальчишки пришли на пробу МАНТУ, а позднее им будут поставлены прививки против гриппа. О пользе вакцинации Прасковья знает. Да, мы знаем, нам садики предлагают, и в этом году планируем поставить прививку, так как друзья у меня ставят, и мы хотим тоже попробовать в этом году. Иммунизация против гриппа стартовала на исходе августа. Вакцина поступила на все медицинские участки Алданского района. Медработники призывают граждан позаботиться о здоровье заранее, чтобы иммунитет к вирусным инфекциям сформировался до наступления холодов. Начало осени – оптимальная пора для получения прививки. Алданцы верно оценивают пользу и важность вакцинации. Родители спрашивают про эту вакцину, про Квадри Ультрикс. Она никаких не дает побочных
действий, явлений. И родители как-то очень расположены к этой вакцине. Вирусные инфекции способны спровоцировать развитие серьезных патологий. Высока вероятность поражения сердца, почек, легких и центральной нервной системы. Предупредить возможные осложнения и сохранить здоровье позволит своевременная иммунизация. Одна из важнейших профилактик гриппа и ОРВИ – это вакцинация. Вакцинация против гриппа, ОРВИ и плюс еще ковид. Не стоит забывать об этой инфекции, которая постоянно мутирует. Бесплатная обязательная иммунизация против гриппа предусмотрена для ряда категорий населения, в числе которых дети, школьники, студенты, сотрудники ряда отраслей и пенсионеры. Поставить прививку можно в прививочных кабинетах амбулаторных учреждений. Одним из противопоказаний является недавно перенесенное ОРВИ. В этом случае дается медицинский отвод, и человек может посетить прививочный кабинет позднее. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Продажа препаратов по рецепту стала строже. Вступили в силу новые правила. Отныне аптеки при продаже рецептурных лекарств обязаны вносить реквизиты рецепта в систему «Честный знак». Без предъявления официального бланка с номером и печатью с 1 сентября нельзя продать подлежащие предметному количественному учету препараты, сильнодействующие, содержащие ядовитые вещества, психотропные и наркотические. Как разъяснил Росздравнадзор, правила касаются только препаратов строгого учета, льготных, а также реализуемых дистанционно. Остальные лекарства будут продавать как обычно. И мы считаем, что для пациентов сложностей дополнительных не будет, потому что внесению в систему подлежат только лекарства льготные и из группы предметно-качественного учета, количественного учета. Поэтому сложностей мы не наблюдаем и не предполагаем, в связи с тем, что для пациента и для медорганизации правила не изменятся, а у аптек появится лишняя процедура. Смотреть на мир ясным взглядом. Праздник зрения организовала Якутская республиканская офтальмологическая больница во Дворце детства. До 5 сентября все желающие могут пройти диагностику зрения. Интересуются не только жители столицы. Мероприятие посетили многие жители Якутии. Подробности в материале Марины Захаровой. 4 офтальмолога и 4 медсестры ведут прием на протяжении 7 часов, чтобы охватить максимальное количество населения. Ранее такая акция проводилась в мобильном офтальмологическом кабинете на базе КАМАЗ, но охватить многих не представлялось возможным. С выделением помещений и увеличением количества врачей проблема все так же осталась актуальной. Теперь ставится вопрос о проведении дополнительных мероприятий в октябре-ноябре. У нас за 2 дня уже, которые мы проводим это мероприятие, более 600 человек в городе Якутске данную помощь и консультацию получили. Те, кто сложные пациенты, они были направлены сразу в нашу больницу для того, чтобы провести определенные процедуры. Тем, кому нужен был только подбор очков, те уже направляются в оптике. Удачным совпадением стал визит генерального директора комплекса микрохирургии глаза с целью ознакомления с офтальмологической службой региона, а также проведения мастер-класса для молодых хирургов. Моя миссия сегодня – это проконтролировать данный аспект работы и проконсультировать и провести хирургию тяжелую ретинальную сложной группе пациентов. Планируется проведение порядка 5-6 операций, которые будут транслироваться для молодых специалистов. На мастер-классе, что состоится после, они вместе подробно разберут ход операции. Все это пройдет 6 сентября, а пока состоялось лишь знакомство с пациентами. Приехала по направлению, случайно. Отправили меня с диагнозом катаракт. Здесь меня осмотрели и нашли разрыв сетчатки. Вот сказали, что приедет профессор с Москвы. Хорошо, чтобы он вас взял. Но он меня взял. Врач, который меня оформлял, она вообще молодец. Быстро меня записала, сходила за отделением. Меня быстро туда-сюда госпитализировали быстро, чтобы показать профессору. В рамках визита были осмотрены как Якутская республиканская офтальмологическая больница, где и будут оперировать пациентов тяжелой категории, так и ее филиал на базе медицинского центра города Якутска. Он в первую очередь позволяет не футболить пациента, а оказывать ему медицинскую помощь здесь и сейчас. И главное, что эта помощь будет оказываться на высокотехнологичном медицинском оборудовании и высококачественно, потому что по результатам пациент не гоняется по ряду кабинетов, как поликлиник, так и нашей больницы, а уже поступает сразу после диагностики в приемный покой с точной датой госпитализации, и помощь ему оказывается в установленные сроки.
Количество пациентов растет. Только в прошлом году было проведено порядка 10 тысяч операций. Офтальмологическая больница усилила выездные бригады в районы республики. В этом году количество прооперированных за пределами Якутска составило уже более 1000 человек. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Реку Малый Немнер обследовали в Алданском районе. Так проведена контрольно-надзорная проверка, в результате которой найдено загрязнение вследствие горных работ на 2 лицензионных участках в притоках реки. Это ручьи Гоголь и Медведевка. Инспекторы отобрали пробы воды и направили в испытательную лабораторию Республиканской аналитической инспекции для экспертизы. Поскольку эти участки попадают под федеральный государственный экологический контроль, все материалы направлены в Управление Росприроднадзора по республике, Управление Федерального агентства по рыболовству, а также в Якутскую природоохранную прокуратуру, а также в прокуратуру Алданского района. Министерством на постоянной основе проводятся выездные обследования. Так, по информации от 17 августа 2023 года о загрязнении реки Большой Немныр проведено выездное обследование, по результатам которого инициирована внеплановая проверка в отношении «Зенит» по согласованию с прокуратурой Республики Саха-Якутия. Теперь о лесопожарной обстановке. За сутки в республике ликвидировано 5 лесных пожаров. В то же время обнаружено 2 новых очага в Горном и Алданском районах. Всего действует 31 лесной пожар. Из них локализовано 3 очага на площади 342 гектара. В тушении пожаров заняты 290 человек. Работают 19 технических средств. К патрулированию и тушению привлечена авиация. Лесными инспекторами проводятся патрульно-рейдовые мероприятия. Граждане, при посещении лесов будьте осторожны с огнем в лесу, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики было зарегистрировано 818 лесных пожаров на общей площади 1 миллион 420 тысяч 36 гектар. В тесноте в двухкомнатной квартире в Мархе многодетная семья с 11 детьми с 2018 года вынуждена снимать жилье. Их старый дом почти 5 лет назад признан аварийным, но его все никак не расселят. Более того, выдали участок, но не дали адреса. В жизненных невзгодах многодетной семьи разбиралась Мария Кардашевская. В семье Паршиных 11 детей. 2 уже взрослые и живут отдельно. А вот 9 младших живут с мамой. 5 детей спят в одной комнате. Остальные 4 с мамой в другой. И все бы ничего, да только квартиру семья вынуждена снимать, потому что их собственная уже давно в непригодном для жилья состоянии. В 2018 году их дом по адресу Заводская, 6 был признан аварийным. Вот здесь тоже огромная яма. Это продолжение оттуда. Вот там все провалено. Также вот постелили доску. Она и то провалилась. Это вот... В арендуемой квартире глава семьи Наталья собственными силами сделала ремонт, обставила мебелью. Женщина всячески старается поддерживать благоприятный уровень жизни для своих детей. И все это, имея на руках 3 детей с инвалидностью. Болезнь анфартная, заболевание анфартное, это гемофилия в тяжелой форме. Постоянно кровотечение. Они же маленькие, падают, ударяются, постоянно кровь, в общем. Несмотря на все трудности, семья дружно выстроила свой быт. Старшие дети помогают маме по хозяйству, а младшие помогают с малышами. Я стою рано утром, и меня сразу же зовет мама, и я помогаю убираться и выкидывать мусор. У нас есть 3 стола, 1 компьютерный, 2 тоже компьютерный, и стол, который на кухне. Едим мы по очереди, потому что места мало. Уроки мы тоже по очереди делаем. Старшие первые делают, а я уже последний делаю. Дружную семью в Мархе характеризуют положительно. Дети всегда хорошо одеты, обуты, а сама мама активно принимает участие в сельских мероприятиях. Она участвует во всех буквально конкурсах, завоевывает призовые места. У нее дети все музыкальные, все. И как вот такой семье вот жить в таких условиях, я не знаю. Ради бога, примите какое-то все-таки решение. Выделите человеку или квартиру дайте, или же действительно постройте дом. Проблема остается нерешенной. Вот уже долгих 5 лет Паршины все никак не дождутся нового жилья. Ни по программе переселения, ни по поддержке малоимущих или многодетных. Дом неизвестно, когда снесут. И вроде бы выдали участок вне очереди, да только так и не сказали адрес, где он находится. Семья уже неоднократно обращалась во все возможные инстанции. Но, как видно, ВОС и ныне там. Все
все-таки 3 детей на инвалидности, это не один. Это очень тяжело жить в таких условиях, как проживаю я. Я стараюсь, я пытаюсь, чтобы мои дети получали все. Но в таких условиях очень тяжело. Многодетной матери, как выяснилось, отказали даже в самом малом – присвоить звание мать-героиня. Более того, даже из списка малоимущих их уже исключили. Основание – доход семьи оказался выше, чем положено, потому что несколько месяцев мама получала алименты от бывшего мужа с учетом большой задолженности. А это значит, отдать справку в садик или в школу на обеспечение питанием Наталья теперь не сможет. А ведь даже просто продукты в дом и молоко для малышей семье необходимо покупать оптом. Мария Кардашевская, Артем Алексеев, Якутск. Идем далее. Движение на проспекте Ленина в Якутске полностью откроют к 8 сентября. Проезд откроют после укладки второго слоя асфальта на участке рядом с кинотеатром «Лена». Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев во время осмотра объектов строительства. На перекрестке улицы Деженева и проспекта Ленина идет укладка второго слоя асфальта. Напомним, проезд к улице Дзержинского на участке рядом с площадью Орджоникидзе открыли 30 августа. Капитальный ремонт центральной улицы в Якутске идет с 2021 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общественных наблюдателей активно готовят к предстоящему единому дню голосования. Почти 2500 неравнодушных граждан с активной жизненной позицией подали заявки на роль общественных наблюдателей в Якутске. Все они прошли специальное обучение и готовы к ответственной миссии. Подробности в сюжете нашего корреспондента Алины Ариносовой. Среди наблюдателей люди разных возрастов, профессий и увлечений. Многие впервые пробуют себя в качестве наблюдателя, но есть и те, которые с процедурой уже знаком. Для домохозяйки Виктории Маковеевой в качестве наблюдателя это не первые выборы. 8 по 10 сентября 2023 года голосование пройдет на главу Республики Саха-Якутия, народных депутатов, глав районов и депутатов представительных органов местного самоуправления Республики Саха-Якутия. Независимые наблюдатели за единым днем голосования завершают этап обучения. За время лекций закрепляют свои знания, позволяющие выполнить поставленные задачи более эффективно. Семинар проводится каждый день. Тренеры объясняют, как наблюдателям вести себя в разной сложной ситуации на избирательных участках. Я ежегодно голосую на выборах, потому что это наш долг, гражданский долг. Напомним, что обучение наблюдателей организует Общественная палата Якутии. По завершении семинара вручат каждому наблюдателю сертификаты. Алина Ариносова, Иван Саракаумов, Якутск. День открытых дверей для местных товаропроизводителей прошел в якутской республиканской типографии. Чем еще занимается современная типография, кроме печати, книг и журналов, узнаем в сюжете. Типография на сегодня занимается не только печатью газет, журналов и полноцветных брошюр и афиш, но и изготовлением рекламной полиграфии. С прошлого года якутская типография активно внедряет новые технологии для местных товаропроизводителей. Последние 2 года организация активно производит замену своего технического оснащения. Мы, во-первых, в прошлом году приобрели фальцисклеечную машину. Она необходима для изготовления этикеток, обечаек. Есть у нас новая беговальная машина. И самая наша гордость – это мы приобрели серьезный очень новый станок последнего поколения, планшетная резка, которая может вырезать этикетки, упаковки, коробки. Это вот мы сегодня хотим как раз нашим коллегам все показать. Мы понимаем, что на сегодня в тех условиях, в которых живет страна, необходимо самое пристальное внимание не только в целях продовольственной безопасности, не только в целях здоровья человека, но поддерживать всемирно именно нашу местную продукцию. В последние годы на рынке активно появляется местная продукция, которая очень востребована. Любая продукция должна быть красиво презентована и упакована. Так, День открытых дверей посетили участники и финалисты первого республиканского конкурса «Туристический сувенир Якутии» и члены ассоциации «Сделано в Якутии». Специально для гостей типография провела экскурсию по цеху и продемонстрировала их работу. Я очень удивлена, что здесь как раз производится упаковка продукции, то есть пищевой отрасли, оказывается, причем очень даже быстро делается и качественно. Они упаковки, коробки и разные, такие, открытки, в том числе и книги, все производят из нашего местного сырья, получается. Качественное сырье, и мне кажется, на очень хорошем таком уровне, поэтому призываю местных производителей тоже обратить на это внимание.
обращаться в нашу якутскую типографию имени Гагарина и сделать большой акцент на внешний вид своего изделия, товара. Современное оборудование и технологии, которыми располагает типография, позволило приблизиться к высокому стандарту не только по качеству выпускаемой продукции, но и по скорости печати. Якутская типография готова к созданию разной категории сложности продукций и к сотрудничеству с местными товаропроизводителями. Даяна Федорова, Артем Алексеев, Якутск. Празднованию Дня города в Якутске посвятили фотодокументальную выставку о жизни в годы Великой Отечественной войны. Организаторы – муниципальный архив Якутска и Национальный архив Якутии. В экспозицию включены документы из архивных фондов о жизни города в годы войны, трудовом героизме горожан, помощи фронту, сборе средств в Фонд Победы. Впервые представлены такие документы, как протоколы сессий горосполкома, личные карточки работников, уволенных в 1941 году в связи с призывом в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Списки награжденных медалью за доблестный труд. Выставка «Якутск. Город трудовой доблести» работает до 1 октября в здании окружной администрации. Еще представлены документы о том, как производилась трудовая мобилизация, так называемая, когда из предприятий города Якутска и из школ даже детей набирали на работы на сельскохозяйственных предприятиях. В частности, вот в Мархе работали. Из промышленных предприятий людей не трогали, потому что это тоже считалось стратегическими предприятиями. Также во время войны даже вот в нашем городе, который, казалось бы, находился тогда в глубочайшем тылу, все равно проводились учения по противовоздушной обороне. Про это тоже документы есть, как вообще это проходило, кто за это отвечал. Но в Москве завершилась 36-я международная книжная ярмарка. Это главное событие в издательской индустрии. Традиционно презентуют книжные премьеры года, а также популярные издания художественной, учебной, научной и детской литературы. На форум свои новинки привезли якутские издатели, причем наши земляки смогли победить в одной из главных номинаций основного конкурса. Подробности у Максима Кардоза. Якутских издателей высоко оценили эксперты. На 36-й Московской международной книжной ярмарке наши земляки выиграли главный приз в номинации «Культурный код». Жюри были в восторге от книги «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира». Интерес к стенду наших земляков проявляли и обычные посетители выставки. Как вы видите, всегда очень много посетителей. Наши читатели, которые находятся в Москве, интересуются очень историей, краеведением. Якутия вообще вызывает очень много интереса, и наши книги люди покупают с огромным удовольствием, особенно если это книги про Якутию, про наш холод, про нашу природу, про рыбалку, про охоту. Так что интерес есть всегда. На якутском стенде можно найти и национальные сказки, комиксы, альбомы, рассказывающие о ювелирном искусстве. Также представлена и современная художественная литература. На ярмарке свою первую книгу презентовал Георгий Кан. 30 лет он проработал в Мирнинской милиции, и сюжеты для своих рассказов он взял из жизни. Первая повесть называется «Глаз стрекозы». Я сюда поместил все известные мне случаи хищения алмазов практически за 30 лет. Ну, чтобы веселее было. Вплоть до того, что один, значит, с похищенным алмазом спрятался в шасси самолета Ан-24. Московская книжная ярмарка – это еще и большая деловая программа, где обсуждается дальнейшее развитие отрасли. И якутским издателям здесь тоже есть чем похвастаться. Например, применением дополненной реальности. Здесь читатель может познакомиться с культурой Якутии, то есть послушать олонхо, послушать хамус, послушать национальные инструменты, путешествовать по всей Якутии, даже когда мы сами не можем себе этого позволить, да, допустим, в Киселях съездить. Вот тут прекрасные ролики, история Якутии. В рамках ярмарки проходили семинары, автограф-сессии, встречи с современными писателями. Всего более 200 мероприятий, причем можно было прийти всей семьей. В этом году организаторы впервые провели полноценную детскую книжную выставку, на которой собрали лучшую жанровую литературу со всей страны, а также авторов, иллюстраторов и блогеров. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.